Гособвинитель запросил 13,5 лет лишения свободы для ухтинца Никиты Князькина, предполагаемого виновника резонансного ДТП, в котором погибли 3 девушки. Напомним, сама авария произошла в ноябре 2019-го на трассе Котлас-Коряжма, а суд по громкому делу начался спустя больше года, после того, как фигурант аварии, житель Коми, прошел лечение на малой родине. За непростым процессом в Архангельской области пристально следит общественность. Признал ли свою вину фигурант дела, расскажет Ольга Коняева. На скамье подсудимых Котласского городского суда Архангельской области 26-летний житель Ухты Никита Князькин. Его обвиняют в смертельном ДТП в пьяном виде, унесшем жизни 3 молодых жительниц Архангельской области. Согласны ли вы с предъявленным обвинением? Не согласен, абсолютно не согласен, виновным себя не признаю. Авария произошла 15 ноября 2019 года. Обвиняемый находился в Котласе с рабочей поездкой. По версии следствия, он сел за руль Ауди в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге Котлас-Коряжма лихач вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen. У девушек встречной машины шансов не было. От немецкого седана осталась груда железа. Шокировало то, что, как говорит один из свидетелей, этот гражданин он даже не тормозил. Он как несся со скоростью 170 км в час, у него стрелка спидометра даже застыла на этой отметке. А у девушек, которые были за рулем, у них порядка 30 или 40 км в час. То есть они тормозили, по крайней мере, пытались. Никита Князькин не был пристегнут. Он и его пассажир получили множественные переломы. А потому с места происшествия предполагаемый виновник аварии попал не в следственный изолятор, а на больничный. Его отпустили обратно в Ухту на лечение. Родные погибших девушек больше года ждали судебного разбирательства. Никиту Князькина, убитые горем родственники, впервые увидели только в январе 2021 года. Молодой автолюбитель вел себя вызывающе. Отойдите от прохода, я не даю интервью девушкам. Почему вы не даете интервью? Потому что я не даю интервью. Вы глупая? Отойдите, отойдите. А вы считаете, что вы виноваты? Отойдите от дороги. Позже Князькин изменил тактику, принес соболезнования пострадавшим, но от них никому не легче. Согласно материалам дела, в крови обвиняемого содержалось больше 2,5 промилле этилового спирта. Это сильная степень алкогольного опьянения. На месте происшествия были найдены бутылки из-под пива и коньяка. К слову, в 2012-м ухтинца уже привлекали к ответственности за пьяную езду. И вот сейчас на очередном заседании он огласил свою версию. Мол, девушки сами выехали на полосу встречного движения, а выпил он совсем чуть-чуть. Я выпил чисто символически 2 небольшие неполные рюмки. Всего в общем объеме около 50 грамм. До этого алкоголь я не употреблял. Данный объем спиртного никаким образом не мог оказать на меня какого-либо воздействия. Суд откладывался из-за состояния здоровья обвиняемого, после чего на заседаниях Никита Князькин появлялся только с костылями. Но самочувствие подсудимого вызвало сомнения у местного телеканала. В распоряжении Котлас ТВ появились кадры, на которых молодой человек без подручных средств заходит в кафе. В посетители сотрудники заведения узнали Никиту Князькина. Вот это он, да, был сегодня в кафе? Да, сегодня приходил он. Он сначала был в маске, я его узнала по глазам, потом он маску приспустил, и я узнала его, и девочкам сразу сказала, говорю, смотрите, к нам пришел Князькин своими ногами, без костылей. В этот раз подсудимый не согласился ни с одним пунктом обвинения, что могло бы смягчить меру наказания. В ходе прения сторон гособвинитель запросил для Князькина 13,5 лет лишения свободы. Максимальный срок по статье – 15 лет. Следующее заседание состоится 12 марта. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».